эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Строительство моста через Лену оценивается в сумму порядка 50-60 миллиардов рублей. Планируется, что проект будет полностью реализован за счет федерального центра. Об этом в интервью ТАСС сказал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Власти республики намерены продвигать этот вопрос перед федеральным центром, в частности, перед полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, премьер-министром Дмитрием Медведевым и президентом Владимиром Путиным. Строительством моста через реку Лену заинтересовались японские инвесторы. Речь об этом шла во время рабочей встречи первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова с крупным японским инвестором торгово-промышленным конгломератом Mitsui & Co. Компания Mitsui заинтересована в развитии бизнеса в Якутии. Первым нашим проектом был ветропарк в Тикси. Сегодня мы прибыли в республику в поисках новых направлений сотрудничества, заявил господин Коносуки Суги. Будущий ветропарк, который планируют построить в поселке Тикси, позволит существенно сэкономить за счет сокращения расходов на дизельное топливо. В Якутском речном порту начали прием и транзитную переброску грузов для строительства объекта. В составе грузов доставили все элементы ветрогенераторов и комплектующего оборудования весом 238 тонн. С доставкой грузов в сентябре начнется активная фаза строительства ветропарка. Проект для нас чем хорош? Тем, что он по сути своей полностью финансируется японской корпорацией НЕДО. Это по сути своей грант для производителей японских компаний. Соответственно, за счет этого мы получаем безвозмездно ветроустановки. Также придут дизель-генераторы безвозмездно. Стоимость ветряков в пределах $1 миллиона, а в целом проект он практически около $1 миллиарда рублей будет стоить с учетом работы, доставки. Правительство Якутии поменяет подход к участию в Восточном экономическом форуме. Якутская сторона намерена перейти к соглашениям, которые будут приносить практические плоды не только в бизнесе, но и в образовании и культуре. Также планируется подписать соглашение с японской стороной. Ожидается, что во время ВЭФ будет обсужден ряд проектов, которые были предложены еще в июне министру экономики и министру инноваций и новых технологий Японии. Восточный экономический форум традиционно пройдет в этом году во Владивостоке в период с 11 по 13 сентября. 85% городских улиц и дорог России планируется довести до нормативного состояния. Программу городской агломерации включают мегаполисы с населением свыше 500 тысяч человек. Якутск в данную категорию не подпадает. Вопрос о включении столицы региона в программу Айсен Николаев поднял перед главой Минтранса России Евгением Дитрихом. Конечно, Якутия с ее огромной территорией по сравнению с центральными регионами страны существенно отстает и по качеству дорог, и по темпу строительства. Поэтому очень важно, что Айсен Николаев ставит вопрос опережающего финансирования строительства дорог в условиях Крайнего Севера, прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров. Уже 6 августа глава федерального Минтранса Евгений Дитрих с рабочим визитом посетит Якутию в целях обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с развитием транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона. Новый резидент ТОР «Индустриальный парк Кангалас» и компания «Базальт» откроет производство теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. Целью проекта является обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения потребителей Якутии безопасным и качественным теплоизоляционным материалом. Компания «Нитросибирь Якутия» организует производство и хранение промышленных взрывчатых веществ для горных предприятий в ТОР «Южная Якутия». На выбор места реализации данного проекта повлияло близкое расположение крупных потребителей. Также сказался рост рынка взрывных работ на Дальнем Востоке. Курс рубля укрепился по отношению к американскому доллару и евро на фоне проходящих в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. До начала пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров курс доллара на московской бирже составлял 62 рубля и 33 копейки, евро 72 рубля 98 копеек. На данный момент курс доллара понизился до 62 рублей 29 копеек, евро до 72 рублей 93 копеек.
Правительство Российской Федерации планирует выделять 5 миллиардов рублей на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста ежегодно. Об этом сообщил на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме министр труда и социальной политики Российской Федерации Максим Топилин. Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство выделит на нее соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год, сказал министр. С точки зрения самой формулы расчета пенсии в законопроекте ничего не изменится. Как пенсия рассчитывалась, такая система и останется. Также сохранятся досрочные пенсии на севере. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам проголосовал за принятие правительственных поправок к законопроекту об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0% по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь, а также в Калининград. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.